Встреча в администрации президента началась с приветственного слова Рауля Хаджимба. Рад вас всех видеть вновь. Будем продолжать. И пусть будет даже трудно, но те работы, которые были начаты. Кому-то это, может быть, кажется не совсем так должно быть, но есть то, что есть. И работать нужно. Первый вопрос, который поступил вновь избранному главе государства, касался действий Алхаса Квициния. Журналистов интересовало мнение Рауля Хаджимба по поводу того, что Квициния намерен обжаловать итоги президентских выборов в суде. Это его право. Я знаю, как делались заявления перед началом выборов второго тура, когда они говорили о том, что голос, отданный против всех, это голос в поддержку действующего режима. И такое было. Суд определит. Рауль Хаджимба также прокомментировал мнение о том, что во время подведения итогов выборов не были учтены голоса против всех. Данный вопрос сегодня вызывает дискуссии в обществе. Мне удивительно слышать, что некое джентльменское соглашение было. Я ни с кем никаких соглашений не подписывал, не обговаривал. Есть закон, статья 19 о повторном голосовании. И ЦИК в соответствии с этой статьей работал. Мы просто подтвердили положение, как говорится, этого закона и написали соответствующим образом. И штаб Квициния, и штаб Хаджимба. Ничего нового мы не придумали. Мы действовали в соответствии со статьей, которая есть на сегодняшний день. Все, больше ничего нового нет. Просто потом некоторым господам захотелось развернуть эту ситуацию совершенно в другом направлении. Ждет ли страну конституционная реформа? В частности, будет ли в ближайшие 5 лет рассмотрен вопрос о перераспределении полномочий между президентом и парламентом, спрашивали журналисты в ходе встречи. Сделано много. И что касается тех же конституционных, как говорится, реформ, в части касающейся конституционной реформы в судебной системе, вопросы, связанные с возможностью перераспределения полномочий, была соответствующая комиссия, которая занималась этими вопросами. Жизнь покажет, на какие мы реформы дальше пойдем. Нашему обществу нужны совершенно другие, наверное, подходы. Баланс ветвей власти не может быть, понимаете, в пользу одной ветви и минус другой ветви. То есть, раз это баланс, то этот баланс должен быть таким, каким он должен. Небольшой отрыв голосов между двумя кандидатами определил лидера президентской гонки 2019 года. Однако данные цифры говорят о многом, отметил Рауль Хаджимба. Что касается отрыва или тех процентов, которые получены, вы знаете, эти 1000 с чем-то голосов – это цифры, это разница. Но, извините меня, мы противостояли всему практически объединенному оппозиционному кругу людей. Мы предлагали и те варианты, которые позволили бы объединить наше общество еще давно, с момента нашего первого прихода во власть. Я не раз говорил о создании консультативного совета, но, к сожалению, никто на это не пошел. Президенту задали вопрос о первостепенных задачах, которые будут обозначены Раулем Хаджимбом в качестве главы государства. Наша задача – вопросы, связанные с темой безопасности. И мы проговаривали и с президентом России вопросы укрепления нашей обороноспособности. Это главнейшая задача для нашего государства. А все остальное, связанное с темой экономического развития, социальных вопросов, это наши внутренние вопросы, которые мы должны решать все вместе. У нас есть эти резервы. И резервы не маленькие. И надо всем объединиться, создать необходимые условия для того, чтобы страна состоялась. Что касается инаугурации, то дата определена в соответствии с законом, подчеркнул Хаджимба. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Инал Агухава, Абхазское телевидение.